Приветствую всех, кто зашел на канал Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня я сделаю отсыпочку на такую тему — события будущей недели. Давайте узнаем, какие сюрпризы готовит вам судьба на будущей неделе. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя, и пусть песочек все покажет и все расскажет. Также, прежде чем мы начнем, всех вас, мои дорогие любимые зрители, хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете, за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную поддержку, которую вы мне оказываете своими комментариями, лайками, подписками. Земной вам поклон. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, какая лошадка! Это же чудо! Смотрите, какая хорошенькая, маленькая, с крылышками. Надеюсь, вам видно. Сейчас аккуратненько поближе вам поднесу. Видите, вот она, лошадочка. Чудесная, шикарная. Красоточка. Лошадка — это хорошо. А с крылышками еще лучше. С крылышками это у нас Пегас. Да? Мифическая лошадка. Лошадка, которая все может, все исполнит. У кого-то вот действительно на будущей неделе большой сюрприз связан с вашей работой, связан с вашим бизнесом, с вашей деятельностью. Прям сердце отведете. Такая радость, удовольствие. Так, не обращаем внимания на то, что она маленькая. Я уже сказала, это не важно. Важно, что она по линии жизни, и она прям с крылышками, да, Пегас с крылышками. Кстати, еще такой лошадкой могут показать очень скорое исполнение мечты либо желания. Опять же, цыпка у нас общая, вы все разные. Кому-то прям на работе овации, фурор, прорывной момент, а кому-то мечта исполнится, желание исполнится. Шикарно. Так, еще вот из важного, что прям бросается в глаза, это мужчина, который перед вами вот плащ раскрывает. Да, это не то, что вы подумали, это не какой-то там извращенец. Нет, здесь мужчина всю правду расскажет. Всю правду, вот как есть. Все, что скрывал, все, что прятал, все, что, например, вы пытались узнать, да, вы все узнаете, сам все расскажет, придет и расскажет, тоже на линии судьбы, на линии жизни. То есть это судьбоносный момент между вами, судьбоносный момент в ваших взаимоотношениях. У кого-то это муж, возлюбленный, парень, тот, кто нравится. У кого-то сын, у кого-то, может быть, брат, отец. Также это может быть друг, компаньон. Да? Вот мужчина перед вами полностью все раскроет. Никаких секретов у этого человека перед вами не останется. Ни секретов, ни тайн. Сказать, что вы ждете, конечно, вы этого не ждете. Сказать, что вам понравится, это ничего не сказать. Вы просто вот на другой уровень перескакиваете, да? Другой уровень доверия, взаимопроникновения. Между вами, как, знаете, новый уровень доверия, да? Вот как все неровное уйдет, да? Сгладится. Да? То, что было, то, что смущало, то, что вас друг от друга разворачивало в разные стороны. Так, а еще здесь закопанный меч. Закопанный, наполовину, да, потому что вот она рукоятка, а вот он меч, закопан наполовину, два человека по разные стороны меча. Это перемирие, это еще не мир, но это перемирие. И если никто из вас это перемирие не нарушит, то вы на пути к постоянному стабильному миру. Наполовину будет закопан, я даже тут вам линию прочертила, закопан этот меч. И знаете, для вас это очень приятное событие. Для человека, с кем вы заключите перемирие, тоже приятное событие. Но есть кто-то, кто будет недоволен. Здесь женская фигурка, она будет очень недовольна, даже может начать какую-то подстрекательскую деятельность. Да? Она может и вам говорить, что
Да как ты могла простить? Надо наказывать, надо мстить. И тому другому человеку то же самое может говорить. Знаете, подстрекать к каким-то агрессивным действиям. Не слушайте ее, она дурочка, хочется сказать, глупый человек, человек, который верит в грубую силу, либо человек, который любит азартные зрелища. Да? Может, ей скучно живется, ей будет интереснее, когда вы враждуете. А может быть, она выгоду извлекает на том, что вы враждуете. Главное, что будет перемирие, и это перемирие нужно любой ценой сохранить, и тогда вы войдете в мир. В мир с тем, с кем постоянно ссорились, либо ругались. Это то, что у вас на линии жизни. Нет, еще одно событие. Здесь стрела. У вас стрела в руках появится. Стрела — это возможность, да, потому что из лука мы стреляем и попадаем, например, в цель. Либо в добычу попадаем, да, вот охотники в добычу попадали в прошлом, не знаю, может быть и сейчас кто-то стрелами охотится, но это важный момент. Стрела — это возможность. Возможно, с самого понедельника утром эта стрела к вам попадет, то есть возможность вам откроется. Возможность, которая смотрит вправо, да, стрела наконечником смотрит вправо. Это хорошая возможность, на благо вам. То есть если вы воспользуетесь, точно не пожалеете и порадуетесь, да, это хорошая возможность. Но опять же, никто заставлять вас не будет. Дальше. С левой стороны большие волны, маленький человек в лодке. Большими волнами обычно показывают переживания. Переживания за кого-то, либо чье-то переживание за вас. С левой стороны как-то это неожиданно возникнет, либо вы неожиданно узнаете, что кто-то очень сильно за вас переживал, даже человек мог там расплакаться. Либо вы что-то о ком-то узнаете и прям так распереживаетесь, что аж сердце будет ёкать. Да, вот такой момент показан. Лодка хоть и маленькая, а волны огромные, знаете, вот как 9-й вал. Это лодка крепкая, да, крепкая, и этот кораблик, эта лодочка прорвется. Вот хоть там и скалы, и камни, опасно все выглядит, но лодочка прорвется. Лодочка, кстати, плывет в правую сторону. Все будет хорошо, не переживайте. Тут эту лодочку куча ангелов бережет. Опять же, если кто-то за вас начнет переживать, так и скажите: со мной целый легион ангелов, да, со мной ничего плохого не будет. Так, еще здесь показывают человека, то ли заболел, то ли приболел, как-то плохо себя чувствует. Но это не вы, не переживайте. С левой стороны точно не вы. Кто-то может заболеть. Причем заболеть, опять же, в начале недели. Может быть, вам придется за этого человека что-то делать, либо подменять, либо этот человек должен был для вас что-то сделать, там, чем-то помочь. И тут вы узнаете, что человек плохо себя чувствует, заболел. Тут недолго, тут пару дней человек поболеет, может быть, сутки, может быть, там, максимум 2-3 дня, выздоровеет. Но это неожиданно будет. Еще слева показывают человека, который за плуг становится. Плуг — это хорошо, это пахать, это работать, это что-то делать. С левой стороны, может быть, этот человек отказался, либо накануне отказывался и говорил: я не буду, я за дело не возьмусь, я заказ не приму, я не буду работать, да, но потом все равно выйдет. Это прям хорошо, это прям похвально, и вас это порадует. И человеку подойдете, скажете, что молодец, вот так и надо, что приятно, да, что все-таки за работу берешься. Еще показана буква «Д». Человек на букву «Д». Это может быть и мужчина, и женщина. Это не вы, это кто-то другой. На себя обратит внимание огромного количества людей. Обратит внимание какими-то действиями, поступками, либо талантами, способностями. Вы с этим человеком либо знакомы, либо приблизительно знакомы. Вы всегда верили в этого человека, либо вы самый первый, кто рассмотрел, либо рассмотрела, что человек талантливый, либо способный. Да, для человека на букву «Д» прям такое горячее время наступает, очень много внимания вокруг, много восхищенных взглядов, тех, кто хвалит, тех, кто там хочет познакомиться, как-то так идет. Может быть, вы в свое время этому человеку помогали, а теперь вы такая: вот, добился, прорвался, получил.
Дальше с правой стороны показана птица, но с двойными крыльями. Обычно у птицы 2 крыла, а тут 4. Птица к вам подлетает. Какие-то двойные новости, либо новости, которые помимо смысловой нагрузки еще какую-то нагрузку несут. Птица среднего размера, но вас явно удивит то, что у нее двойные крылья, что 4 крыла у нее. Чего-чего такого вы не ждете, либо в принципе не ожидаете, не видели и не думали, не представляли. Вот здесь показан ваш образ. Вы как будто бы на четвереньках, извините, но вот говорю как есть. На вашей спине 3 человека топтятся. Причем на спине 2, да, а 3 на голове прям стоит. Тяжело. Люди могут вас напрягать. Люди могут во всем на вас полагаться и очень многое от вас требовать. Знаете, я вижу, что вы взбрыкнете. Вот настолько вам станет тяжело и обидно, что вы скажете: ну камон, с меня хватит, да? И прям всех их с себя вот так вот прям сбросите, опрокинете этих людей. Конечно, они будут недовольны. Конечно, они будут вам высказывать: ах так, ты что, обнаглела? Ты зачем нас сбросил, да? Зачем нас сбросила? Вот. Но вижу, что вы будете очень строги, и вы уже больше этих людей катать на себе не станете. Вот мне идет, что это какая-то обида, и вам так обидно станет, что вы пахаете, работаете, на себе там все эти лямки тянете, а эти люди, они расслабляются, отдыхают, веселятся, еще с вас требуют. Вы такая: ну все, с меня хватит. Может быть, даже в семье такая ситуация, когда там мама всем должна, да, мама приготовь, мама постирай, отведи, приведи, накорми, спать уложи, там еще уроки поделай, да, и вы такая: так, все, ребятки, с меня хватит. Слезли, быстро разбежались, каждый занимается своим. Может быть, мужчина, да, на работе там все прям задания вам надавали и еще и подгоняют, да, давай быстрее, быстрее. А вы, значит, там 3 дела сразу одновременно должны ухитриться сделать. В общем, сбросите, вы себя этих людей сбросите, катать больше не будете. Да, именно вот обидно станет. Дальше, мои хорошие, большая репка, и ее не вытащить в одиночку. Здесь вас кто-то позовет, чтобы вы помогали, может быть, действительно там сад, огород, может быть, чем-то другим помогали. Но репка — это вообще результаты. Репкой в сакральном смысле показывают результаты, которые человек добивается. У кого-то еще отыграется, что, может быть, кто-то из ваших знакомых либо родственников будет очень успешен в своем деле и вас позовет для того, чтобы с вами, например, поделиться, да, либо вам выделит какую-то помощь. Но вот как-то так мне идет. Человек вас зовет именно на репку, не зовет вас тащить эту репку, да, просто вот поделиться с вами захочет. Приятный момент, хороший. Дальше показано, что о вас будут говорить, и говорить о вас будут что-то хорошее, как хвалить вас будут. Либо за вашей спиной люди будут петь вам дифирамбы, говорить комплименты. А вы то ли случайно услышите, либо вам достоверно станет известно, что такое происходит. Так, это приятное ощущение, бесспорно, но, с другой стороны, не время почивать на лаврах, время как раз-таки, наоборот, усилиться, усилить свои позиции, работать больше, упорнее и ставить перед собой более там серьезные цели. Да, о вас говорят, да, вас хвалят, да, вас любят, да, на вас равняются. Не расслабляемся, а усиливаемся. Так, в семье между мужем и женой, я так понимаю, либо муж с женой, вы вместе что-то делать начнете, либо чем-то займетесь вместе. Как многое, кстати, еще может отыграться, что многое вместе переделаете. Потому что вы дома ремонт вместе начали, да? Либо вы там мебель будете собирать, либо еще что-то делать. Кто-то, может быть, на пару с мужем бизнес открывает, да? Документы будете готовить, либо, может, что-то будете изготовлять. Очень многое переделаете. И муж на жену смотрит вот такими огромными глазами и удивлен. Он очень сильно удивлен, что его жена, вот она такая деятельная, активная, что она все может, что она
работает и не устает, что у нее что-то очень хорошо получается, что она делает впервые. Прям восхищение муж по отношению к жене. Конечно, он вам это все скажет, выскажет. И это будет вдвойне, втройне приятно для женщины, да, потому что комплименты от любимого мужчины, они всегда приятны. Так, вот здесь собака, которая кусает. Но кусает не вас, а кого-то плохого. У кого-то плетка в руках, и собака этого человека кусает. Возможность, либо ситуация, когда на вас кто-то нападает, либо попытается напасть, допустим, с обвинением, с претензиями. Вот. А кто-то из ваших друзей вот прям вступится за вас мертвой хваткой и вцепится в руку этого человека. Это прям такой момент приятный, с одной стороны. С другой стороны, вы почему-то будете переживать за этого друга, за последствия можете переживать. Либо вот за себя вы вообще не боитесь, зато за тех, кого вы любите, кого вы уважаете, вы очень переживаете. Вот прям произведет на вас это впечатление. Но собака сильная, большая, заступится, 100% заступится. Дальше показан знак вопроса, который медленно, но уверенно в восклицательный превращается. Это хороший знак. Потихонечку вопросы решаются, потихонечку информация раскрывается, как лучше, легче становится. Да? Вопросительный знак, знак вопроса. Если вы чего-то не знаете, что-то не получается, либо что-то вас смущает, у вас к кому-то вопросы, да? Потихонечку все раскрывается. Буквально за неделю вопросительный знак восклицательным станет. То есть не сразу, не одним днем, а постепенно, да, вот как-то так происходит. Так, перед вами человек шляпу снимает. То ли благодарить вас будет, то ли, ну, вот так вот по-особенному как-то здороваться. Человек, который раньше никогда на вас внимания не обращал. Либо человек, который вообще вам не знаком. И вы такая, ничего себе. Вот это поворот. Ну, как хорошее что-то, да, вот хорошие слова, может быть, услышите, либо пожелания хорошие. Можно с удивлением вы поймете, что этот человек за вами там наблюдал, либо очень многое о вас знает, был в курсе ваших событий, да, вот как по-доброму проявится в вашу сторону. Может, на работе, да, начальник самый высокий, и вам и в голову не приходило, что этот человек вас знает, как вас зовут, что этот человек вообще представляет, кто вы. И тут вы встречаетесь, и человек там по имени вас называет и с вами здоровается. И вы такая, ничего себе, вот это да. Да, прям произведет на вас это впечатление. Так, за что-то вам придется побороться, но побороться с какими-то слабыми, но наглыми людьми. О чем это говорит? Люди слабые, но наглые. Да? То есть наглость, как говорят, второе счастье. Вот как напором идут, напором. И я вижу, что с этими людьми вы будете бороться. Причем вы одна, либо один, а против вас как двое-трое. Тут главное не испугаться, идти до конца. Вы можете победить троицу, и вы можете свое получить, либо себе большую часть чего-то оставить. Дальше показано, что вы с верблюдом, на верблюде катаетесь. Верблюд — это вообще запасы. Пополнять запасы, восполнять запасы. Может быть, вы действительно будете закупку делать там на целый месяц, либо на несколько недель вперед. А может быть, вы найдете магазинчик с доступными ценами, со скидками, допустим, да, и вы приобретете чего-то с запасом. Потому что верблюд как раз-таки про это говорит. В левой стороне, то есть как бы не планируете, либо резко появится такая необходимость, либо возможность, да, и вы с этим верблюдом время проводите, вернее, на нем катаетесь. Так, кому-то придется показывать свои зубы и кулаки. Ну, зубы — это сила. Да, несмотря, что бы кто ни говорил, вся сила, она в зубах. И вы кому-то показываете свои, упреждающе показываете, да, что ко мне не лезь, я ведь и покусать могу. Да? И знаете, это возымеет действие. Мало того, тут человек как в лице поменяется. То есть, может быть, человек как-то пытался что-то сделать негативно, а тут человек резко в хорошенького превратится, такого, знаете, белого и пушистого. Поймет, что с вами не стоит связываться, что лучше с вами дружить и лучше по-хорошему с вами вопрос решать.
и этот человек у вас справа. То есть либо тот, кто никогда не был замечен, либо кто-то из родственников. Вот придется им показать свои зубы. Для того, чтобы консенсус состоялся, да, чтобы вы смогли договориться, и чтобы у вас все полюбовно решилось. Так, Луна. Луна у нас растет, у вас Луна справа вышла. Луна, то ли сны будут какие-то сниться, то ли с ростом Луны у вас все больше и больше здоровья будет, да? Энергии, здоровья, лучше себя будете чувствовать. Прям Луна показана, полумесяц, вернее, показан. Еще здесь показана буква Е. Е. Это может быть имя, фамилия. Это может быть даже какое-то как прозвище, кличка. Почему-то целоваться к вам лезет эта буква Е. И вы вроде как в шоке, не хотите, так ручками упираетесь, а буква Е все равно лезет к вам целоваться. Букве Е хочется из маленькой превратиться для вас в большую. То есть иметь вес и значение в вашей жизни. Прям лезет к вам целоваться с поцелуями. Дальше. Здесь у вас молодой олень на длинных ножках с маленькими рожками. Что-то начнет улучшаться с правой стороны. Улучшаться личная жизнь, на работе, в бизнесе. Олень — это шикарный знак возрождения, обновления, но у вас это олененок. Понимаете, это только начало улучшения. Именно на будущей неделе это улучшение потихонечку начнет входить в вашу жизнь. Вы прям сами почувствуете, что вот легче, лучше, интереснее, да, вот такие ощущения будут. У кого-то в личной жизни, у кого-то на работе, у кого-то в бизнесе. У кого-то, кстати, в здоровье тоже могут быть такие ощущения. Так, здесь у вас колесо. Колесо, которое вы ремонтируете. Тяжело вам будет отремонтировать это колесо, ведь там палка, которую нужно еще вынять. Вынять палку из колеса, избавиться от помех. Вот, поремонтировать колесо, отремонтировать колесо, это значит дальше продолжать свой успешный путь. Жизнь продолжается. Прям придется вам заморочиться, потому что палка очень хитрая. Палка, знаете, как диверсия, да? Кто-то диверсию совершил, эту палку в ваше колесо засунул, так, чтобы вам тяжелее было ее вытянуть. Даже, возможно, вам придется к кому-то обращаться, да, за дополнительной помощью. Но вы, главное, не сдавайтесь, колесо свое чините и, как говорится, в добрый путь. Вы знаете, перезапустите что-то на будущей неделе, что-то в жизни перезапустите. Тут же и олень вам в обновлении идет. То есть вы молодец, своими ручками свою жизнь меняете, свою реальность меняете, обращаете к лучшему. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание, берегите себя, всем пока-пока.